музее Черкёха находится странный агрегат. Большая деревянная бочка, внутри массивные металлические шестеренки, поржавевшие механизмы. Это механическая стиральная машина. Откуда в глухом якутском селе такое чудо техники? Искатели Якутии помогут найти ответ на этот вопрос. Черкёхский мемориальный музей – уникальный комплекс. Его начали создавать в 1977 году по инициативе писателя Дмитрия Кононовича Сивцева «Соорун Амалона». Музей стал грандиозной народной стройкой. Со всех концов республики везли уникальные старинные строения. Все здания были бережно разобраны, перевезены и заново собраны и предстали в Черкёхе в своем первозданном виде. В дни субботников над воссозданием якутской истории трудилось до 400 человек. В рекордные сроки, в течение полугода, Черкёхский музейный комплекс был сооружен на берегу тихой речки Таты. Как и многие тамошние экспонаты, стиральная машинка с полуторавековой историей стала экспонатом музея благодаря щедрости одного из жителей Черкёха. Это старинный агрегат. Вот это старинная стиральная машина. 1880-х годов сделана. Это где-то за границей даже. Она вот работает, здесь белье заматывает. Вот этой штукой, то она вот так крутит и стирает. И выжимает вот здесь белье-то. Сейчас такие тоже есть, стиральные машины-то. Крутит его, выжимает. А скажите, где она хранилась, как вы ее обнаружили? Здесь, вот это в центре, здесь, вот в этом доме, вон белый дом стоит. Там же была раньше больница участковая. Она переехала на новые здания, а нам дали это детское санаторие, это здание-то, старых-то. А я вот амбаре-то чистил, это все их мусора-то выбрасывали. А я хотел его выбросить-то, но подумал, что это такое. Здесь на музее-то, да. Только догадываюсь, это здесь раньше это полицейный врач работал-то. Это при Совете еще. Вот он, может, вот, при аварии, он же вот, человек, это раньше это был ученый-то. Врач сюда. Врач, да? Быть может, место, где была сделана находка, подскажет нам, какими путями и когда пришла в якутское село стиральное чудо-машина. Искатели Якутии отправляются туда вместе с сотрудниками Черкёхского музея. Пожалуйста, расскажите, что это за место? Вот через Алас, Черкёх, Охотский тракт проходил. Очень много интересных людей тут побывало. Здесь рядышком стояла школа, построенная в 1906 году. Это значит, говорит о том, что вот Алас Черкёх свое рождение получила именно здесь. А эта машинка, она была найдена именно здесь? Машина найдена здесь, но, к сожалению, вот видите, это клад только от этого амбара, да? Здесь в 1906 году открыт фельдшерский пункт. А 30-е годы эта лечебница развернулась как больница, уже превратилась в образцовое медицинское учреждение. И есть такой достоверный факт о том, что в 1933 году в Черкёхе в этой лечебнице проводилось свыше 500 операций. В одно время, это 30-е годы было, Серафим Кулачиков, Л.А., прибыл сюда, журналист был молодой, и встретил тогда работающего здесь, в этой больнице, Григория Михайловича Кокшарского. И как раз в то время вот Георгий Михайлович давал ему интервью, да,
У нас в больнице есть часы кукушкой, стиральная машина выжималкой. Наша версия, что вот эта стиральная машина могла и сюда доставить именно через вот врачебный фельдшерский пункт именно. Талантливый хирург-новатор Григорий Михайлович Кокшарский родился 8 февраля 1906 года в Хангаласском Улусе в семье священника. В 1920 году он поступил в Якутскую фельдшерско-акушерскую школу, но вскоре ушел добровольцем на фронт. Сначала он боец части особого назначения, затем фельдшер первого добровольческого отряда под командованием героя гражданской войны Строда. В 1931 году Кокшарский становится главным врачом Татинской больницы. В 1934-37 годах Григорий Михайлович учился в аспирантуре на кафедре хирургии Второго Ленинградского мединститута. А когда в далеком руднике или таежном поселке нужна срочная помощь больному, по первому вызову вылетают опытные врачи. Господин Кокшарский, Юрбаба, выйдите, Марья Ивановна, готовьте инструменты. Доктор Григорий Михайлович Кокшарский спас много жизней. Помимо врачебных талантов, Кокшарский был человеком практическим и рациональным. Он не стал бы приобретать для фельдшерского пункта дорогостоящую по тем временам механическую стиральную машину, когда катастрофически не хватало элементарных лекарственных средств. По всей видимости, машинка досталась больнице по наследству. А предшественником Кокшарского в Черкёхском лечебном пункте был еще один выдающийся якутский врач – Прокопий Нестерович Сокольников. И вот, знакомясь с его судьбой, искатели Якутии натолкнулись на любопытнейший факт. Якутский врач был близко знаком с писателем Львом Николаевичем Толстым. В фондах нашего музея находятся очень ценные реликвии. Это подлинная фотография русского писателя Льва Николаевича Толстого. На фотографии изображен Лев Николаевич Толстой, сидящий в саду. Она к нам попала из Москвы, подарила эту фотографию к открытию музея Ираида Самоновна Клеорина, кандидат исторических наук. Она преподнесла Сурану Амаллану дар музею. И на фотографии была надпись: «Дорогому Прокопию Нестеровичу Сокольникову на добрую память от Льва Толстого». Фотография была найдена в архиве семьи Сокольниковых, и Ираиде Самоновне Клеориной передала внучка Константина Алексеевича Сокольникова в 1962 году. Как произошло знакомство Сокольникова с графом Толстым и чем была вызвана их дружба? Искатели Якутии постараются ответить на эти вопросы. Первый дипломированный врач из народа Саха Прокопий Нестерович Сокольников родился 1 июля 1865 года в Сикичинском роде Батурусского улуса. В 1893 году Прокопий становится студентом медицинского факультета Томского университета. В 1896 году в Нижнем Новгороде открывается Всероссийская промышленно-художественная выставка. На выставке сибирским отделом заведует всемирно известный ученый, географ, путешественник Петр Петрович Семенов-Тяньшанский. Уполномоченным от Якутской области работает друг Сокольникова по гимназии Василий Васильевич Никифоров. Друзья добиваются через него приглашения Сокольникова из Томска в Нижний Новгород в качестве экскурсовода. Молодые якуты понравились Петру Петровичу, и он ходатайствует перед Министерством просвещения о переводе Прокопия Сокольникова из Томского университета в Московский. Так Прокопий становится студентом знаменитого учебного заведения. Лев Николаевич Толстой узнал, что в Москве заканчивает учебу по медицинской специальности якут Прокопий Нестерович Сокольников, и который собирается возвращаться в Якутию. Вот тогда он попросил пригласить его к себе в свою московскую квартиру на Холмонческом переулке, где и состоялась их встреча. И Толстой его просил
сопровождать духоборов до места их окончательного назначения в Якутии. Встреча с Толстым произвела на Сокольника неизгладимое впечатление. Сокольников стал толстовцем. Он очень гордился своей дружбой с таким знаменитым писателем. И, сопровождая духоборов, он все это время переписывался с Толстым. Известно, что Толстой помогал духоборам всем, чем только мог. Он отдал не только крупную денежную сумму, что была получена им за издание романа «Воскресенье», но и отправлял сосланным в Якутию братьям по вере все гонорары, которые приносили ему театральные постановки его пьес. Возникает вопрос, кем же были эти загадочные духоборы, за судьбу которых так ратовал великий русский писатель? Духоборы или борцы за дух являются русской религиозной сектой, которая появляется примерно в середине XVIII века. Они отрицали церковь как институт, храм, говорили, храм Божий есть человек сам, отрицали почитание Христа, Бог не в бревнах, Бог в ребрах, то есть в живом человеке, отрицали монашество, отрицали духовенство. Даже Библии противопоставили свою животную книгу, то есть книга жизни, которая являлась собранием псалмов, сочиненных ими же и передаваемых из уст в уста. Царское правительство жестоко карало духоборов за их свободомыслие и ссылает их сначала на юг, в Таврическую губернию, потом оттуда попадает уже за Кавказье, это и в Грузию, и Азербайджан. В основном они высылались как распространители русского земледелия, которые должны были создать постоянное русское земледельческое население. Там, где землепашцы, то они должны были нести пограничную караульную службу набегов разбойников. Но духоборы отказывались служить в армии и демонстративно сожгли все оружие, которое имелось у них. Этот поступок еще больше вывел из терпения царское правительство, и они были наказаны тем, что из-за Кавказья их переселяют в Якутию. Якутская ссылка – это самая суровая ссылка. Самых страшных преступников Российской империи до революции ссылали в Якутию. После того, как Лев Толстой вмешался в это расселение, в это дело, иркутские чиновники достаточно лояльно встретили первых духоборов, они им помогали и даже помогли сесть на пароход известной иркутской купчихи Анны Громовой, которая многие духоборческие семьи проводила до Якутска. То есть духоборы были гонимы официальными властями, а передовая русская интеллигенция следила за их судьбою и всячески пыталась им помочь. И первым, конечно, среди интеллигенции был Лев Толстой. Начало духоборческой веры – это непротивление злу насилием. Собственно, то, что в них так, в этом учении так ценил Лев Николаевич Толстой. Переписка Сокольникова с Толстым длилась с марта 1899 года по февраль 1901 и носила не только деловой, но и личностный характер. Большая ее часть была посвящена жизни духоборов и их семей. В 1899 году в 7 номерах иркутской газеты «Восточное обозрение» были опубликованы путевые заметки Сокольникова «Жены и дети духоборов». По предложению графа Льва Николаевича Толстого 24 марта 1899 года я выехал из Москвы по Рязанской железной дороге навстречу партии духоборских жен и детей, едущих с Кавказа в Якутскую область. Как известно, года 3 тому назад в Якутскую область сослана была партия кавказских духоборцев за отказ от военной службы. Там эти сектанты, образовав колонию в 90 человек,
и, поселившись на Усть-Нотаре, за короткое время успели обзавестись хозяйством. Несколько оправившись на новой родине, эти духоборцы решили выписать своих жен и детей из Кавказа. Прождав лишние сутки на станции Козлов, я встретил партию в 41 человек. Едут 25 женщин, 1 старик и 15 детей от 3 до 7 лет. Партия, когда я представился от имени графа Толстого, как проводник и врач, была, по-видимому, обрадована и даже тронута. Меня обступили кругом, и то и дело раздавались голоса. «Вы от дедушки? Вас дедушка прислал? Вы от графа? Дай ему Господь Бог здоровья!» Пришли начальник станции, его помощники и их супруги. Они тотчас же распорядились приготовить для партии постный обед, а детям роздали по яблоку и сдобному калачу. Картина была довольно умилительная. Отощавшие 8 суток тряски, качки, а потом опять тряски, дети, более недели не евшие ничего сдобного и горячего, с такой жадностью принялись за эти яблоки и калачики, что являлось невольное желание устроить им что-нибудь подобное. Шутка ли женщинам и детям сделать 11 тысяч верст? Это расстояние от Тифлиса до Усть-Нотары в Якутской области. Задача сберечь этих женщин и детей для свидания с их отцами казалась поистине трудной и сложной. Во время долгого путешествия Сокольников умудряется договариваться о помощи продуктами и медикаментами в населенных пунктах, размещает женщин с детьми как можно комфортнее, насколько это возможно для ссыльных, и оказывает врачебную помощь. В Качуге появился у некоторых детей кровавый понос – дизентерия. Наиболее упорной оказалась болезнь 7-летнего мальчика Федора Дымовского. Кормим его жидкой кашей и молоком, насильно раскрываем челюсть ложечкой и вливаем в рот глоток за глотком. Но сила не прибавляется. Мать за последнее время совершенно лишилась сна. После нескольких дней мучительного состояния для всех мальчик скончался 4 мая около 3 часов пополудни. 31 мая, когда приближались к Якутску, пошел снег. Тогда бедные женщины невольно восклицали: какая страсть! В это время снег! Наконец, 1 июня 1899 года, около 12 часов дня, мы прибыли в Якутск, где партию встретили мужья и братья по вере. Прокопий Сокольников был назначен земским врачом 4-го медицинского участка Якутского округа и 1 апреля 1900 года впервые в Улусе открыл больницу. Говорят, что для ее нужд была отправлена графом Толстым механическая стиральная машина в благодарность за помощь, оказанную якутским врачом, сосланным духобором. А еще говорят, что машинка была отправлена Сокольникову для личного пользования, поскольку избранница его привыкла к удобствам жизни. Но почему же об этом ни слова не сказано в переписке? Почему же ни словом в письмах своих он не обмолвился о присланной стиральной машине? Я не считаю, что стиральная машина, найденная в Чиркёвской больнице, является подарком Льва Толстого. У нас нет никаких достоверных документов, подтверждающих эту информацию. Для того, чтобы расставить все точки над «и», обратимся к официальным документам, которые хранятся в Национальном государственном архиве республики. Лев Толстой знал о каждом сосланном духоборе. Об этом мы можем утверждать абсолютно уверенно. Мы обнаружили уникальный документ – письмо якутскому губернатору за подписью самого графа Толстого. В своем письме он просит оставить духоборца Якова Чагу в Якутске, а не отправлять его на поселение в далекую Натору. Просьба великого писателя была исполнена.
о чем и написал якутский губернатор в ответном письме к Толстому с уведомлением в почтении к его великому таланту. В Национальном архиве республики искатели Якутии нашли немало интересных документов, свидетельствующих о жизни духоборов в Якутии. Так, в донесении от 1905 года сказано, что состоящие в депозите 945 рублей, присланные колонии канадских духоборов, отпущены духоборцам Веригину и Рылькову для передачи этой суммы всем якутским духоборам по распределительному списку. То есть связь духоборов, сосланных в Якутск, с собратьями по вере, живущими в Канаде, была очень тесной. Могли ли канадские духоборы в качестве подарка отправить своим единомышленникам стиральный агрегат? 8 лет длилась якутская ссылка для духоборов. Они просили якутского губернатора пропустить их дальше в Канаду, чтобы они могли воссоединиться со своими семьями. Но поскольку был царский указ о их ссылке в Якутию, он поселил их на Тору. Это территория современного Усьмайского улуса. 26 февраля 1905 года уходит высочайшее помилование духоборам ссыльным в Якутии. В это время уже в Якутии проживало их 74 человека. Из них 71 человек пожелали уехать в Канаду. Накануне еще они получили от Петра Веригина помощь $500. Это глава духоборов из Канады. И трое оставшиеся, по-моему, это, видимо, совсем старые люди, которые уже понимали, что не выдержат этого тяжелого, долгого пути в Канаду. Хотя, конечно, все хотели переехать. И замечательно, что переводчикам у духоборов во время их долгого путешествия в Канаду, после того, как они начали переселяться из Якутии, был старший сын Льва Толстого Сергей. В настоящее время духоборы расселились в Канаде. Их насчитывается сейчас около 30 тысяч. И они сохранили, во-первых, русский язык, многие говорят на русском языке, и многие прекрасно знают русский фольклор, духовные песнопения сохранились очень хорошо. И я считаю, что было бы замечательно, если бы мы попытались проследовать вслед за духоборами и в Канаду, и посмотреть, какие же воспоминания о Сибири, о Якутии остались в творчестве духоборов. Наверняка такие факты можно найти. На крышке деревянного механизма по сей день ярко виден выжженный штамп, говорящий о том, что машинка была произведена в Америке. Даже указано, где именно – в Айдахо. Однако раньше путь из Канады в Якутию был не менее труден, чем из Грузии до Усть-Ноторы. Рачительные хозяева не стали бы пускать деньги на удивительный, но дорогостоящий агрегат. Давно духоборы покинули якутскую землю. Земский врач Прокопий Сокольников скончался от неизлечимой болезни в возрасте 52 лет в 1917 году. А стирально-выжимальная машина работала еще очень долго, до 60-х годов прошлого века. Ею можно пользоваться и сейчас. Вещи, они порой живут дольше людей и хранят память об историях и судьбах.